Александр Александрович, здравствуйте. Брестский академический театр драмы в прошлом году отпраздновал 75-летие. На каком этапе театр приобрел творческое, концептуальное лицо, известное зрителю сегодня? Много лет работы театр, конечно, менял свои направления, менял подход к творчеству. Наш театр ориентировался на героико-романтическую тему. Самым таким высоким подвигом нашего театра в то время это было создание Брестской крепости. Спектакль, который прошел 935 раз. Это своеобразный такой рекорд. Жизнь, конечно, не стоит на месте, и мы тоже меняли часто свои направления, потому что театр в городе один, драматический, и чтобы быть полезными театру и зрителям, мы обращались и к классике, и к современной драматургии, то есть пытались найти дорогу к сердцам и душам всех зрителей, всех категорий. А можно ли сказать, что именно предпочтения зрителей в большей степени определяют палитру театра? Ну, я с этим не совсем согласен. Мы должны быть интересны зрителю, это понятно. Но еще и творчество должно быть интересно и для тех людей, которые занимаются театром. Поэтому мы пытаемся ориентироваться, естественно, на зрителей. Один из главных моментов в нашей работе – это все-таки совершенство труппы, то есть поиск пьес часто бывает для актеров. И я думаю, если материал лег на душу режиссеру, актеру, он найдет всегда своего зрителя обязательно. Мне кажется, что в свое время именно для этого, для творческого роста и труппы, и зрителя в том числе, создавался фестиваль «Белая вежа», который уже 24 года проходит на базе Брестского академического. Как за эти годы, благодаря фестивалю, расширились международные связи театра? Конечно, когда в 90-х годах разрушились связи наши Советского Союза, когда практически прекратились гастроли для того, чтобы оживить как-то жизнь театра, найти какие-то новые стимулы для работы. Нами и был придуман фестиваль, этот международный «Белая вежа». Фестиваль повернул зрителя к театру, и многие зрители влюбились в театральное искусство, я думаю, благодаря тоже фестивалю «Белой вежи». На нашем фестивале побывало 58 государств мира, более 500 театров, и разные со своим почерком, со своим творчеством. Возникли многие контакты с режиссерами, возникли совместные работы. У нас были совместные работы и с немецким режиссером, и с польским, и с литовскими. Дядя Ваня, постановки Альгердалас, проехал многие фестивали и как бы показал, что в Беларуси есть тоже интересные спектакли, интересные театры. Кстати, 20-й год вот в премьерном отношении, какой он был для театра? Непосредственно к 75-летию Победы поставили спектакль «Не покидай меня» по пьесе нашего любимого драматурга Дударева. С нее мы и начали показ обновленного или возобновленного театрального сезона этого года. Вторая премьера у нас это Дмитрий Богославский, современный белорусский драматург, «Тихий шорох уходящих шагов». Такая современная пьеса. Наш театр тоже заботится и очень много уделяет внимания именно белорусским драматургам. Спасибо, Александр Александрович, за встречу, за беседу. И надеюсь, что скоро ситуация нормализуется, мы все начнем работать в привычном для нас формате.